Маски и дезинфекция рук обеззараживающим раствором как обязательные условия посещения любого общественного места соблюдают и здесь, на УИК номер 723. Он расположен в стенах 4-й школы, и здесь готовятся к предстоящему голосованию в региональный парламент и Госдуму. Уже подготовлены кабинки и урны для бюллетеней. Члены УИКа вывешивают информационные баннеры и листовки. За участком закреплено около 3000 избирателей. В основном это жители улиц Первомайская и Афганская. По словам Макки Татриевой, к предстоящим выборам все готово. Определены ответственные участники. Здесь же будут дежурить волонтеры и медики. А за прозрачностью голосования будут следить наблюдатели. А для тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, организуют выездную группу. Основную работу мы провели, поставили наши стационарные ящики, кабины для голосования. Все у нас есть. Единственное, нам осталось провести вот эти линии разделительные. Члены избирательной комиссии будут выезжать, будет проводиться голосование именно дома у них. То есть это жители, которые не могут по каким-то причинам выезжать на пункты там и голосовать. А для таких случаев у нас подготовлена специальная бригада из членов УИК. Организационные хлопоты и в первой школе, где расположился УИК номер 718. Но сначала о мерах противоэпидемиологических. Внимание сразу привлекает и этот рециркулятор, измеряющий температуру и обрабатывающий руки дезраствором, который и разрешил нашей съемочной группе пройти на участок с температурой 36,6. Сказать, что на участке готовы к предстоящему голосованию, не сказать ничего. Кабинки и ящики для избирателей, многочисленные памятки об их правах, об организации и проведении выборов, где самый непросвещенный может найти ответ на абсолютно любой вопрос. Члены УИКа развешивают баннеры и плакаты у входа и внутри школы. Разграниченные входы и выходы, опять же, для безопасности самих голосующих. Организация на высшем уровне. Участковая избирательная комиссия 718 приступила к работе с 6 августа. Кабины для тайного голосования готовы, стационарный ящик готов, переносные ящики. Все, что необходимо для выбора, у нас готово. Информационный материал, который нужен в данный момент, предоставил нам ТИК Назрановского района. На данном участке 9 членов комиссии. Все прошли обучение, тестирование, все получили необходимые сертификаты. Отдать свой голос можно будет еще и там, где удобно, то есть не по месту регистрации. Воспользовавшись мобильным избирателем, жители региона смогут голосовать как на участках, так и на дому. Здесь же подготовлены и переносные ящики для бюллетеней. На данном участке 1647 избирателей. Также у нас есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них мы создали необходимые условия. Выезд на дому, слабовидящим лупа, все, что необходимо. Всего в Икажево открыто 6 избирательных участков, на которых ожидают явки около 15 тысяч голосующих. Кто-то уже сейчас наведывается на участок, интересуется нововведениями на предстоящих выборах. Я считаю, что каждый человек обязан иметь свою гражданскую позицию и проголосовать за достойного человека. Я уже знаю, за кого я буду голосовать. Поэтому приду обязательно на выборы и проголосую. Напомню, выборы депутатов в Госдуму и в региональный парламент будут проходить 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. В республике откроют 137 избирательных участков, где прозрачность и честность голосования будут контролировать 1500 представителей УИКов. Адам Мережков, Умар Газдиев. Новости 24.